Почти 900 миллионов долларов переведено в бюджет России за счет трудовых патентов граждан Таджикистана. На севере Афганистана были переброшены 400 боевиков ИГИЛ. Рахмон провел встречу с главой Ирана Саидом Ибрагимом Раиси. ГКНБ Кыргызстана обвинил Таджикистан в вооруженной агрессии на границе. Почти 900 миллионов долларов переведено в бюджет Российской Федерации в 2021 году за счет трудовых патентов граждан Таджикистана. Данную информацию в интервью РИА Новости озвучил министр иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Мухриддин. Отвечая на соответствующий вопрос, Мухриддин подчеркнул, что сотрудничество в миграционной сфере с Россией находится на хорошем уровне. В данном направлении взаимодействия между соответствующими структурами двух стран существует хорошая практика оперативного решения возникающих вопросов, отметил он. Подчеркнув, что граждане Таджикистана все больше заинтересованы в легальном пребывании и трудовой деятельности на территории России. Свидетельством этого является тот факт, что только в 2021 году наши граждане получили свыше 700 тысяч трудовых патентов. А в денежном выражении наши граждане платят ежемесячно свыше 4 миллиардов рублей. В целом за 2021 год в бюджет России за счет патентов граждан Таджикистана было переведено свыше 48 миллиардов рублей. Это почти 900 миллионов долларов, сообщил министр иностранных дел Республики Таджикистан. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Мухриддин заявил, что по итогам 2021 года Россия уверенно занимает первое место во внешнеторговом обороте Таджикистана. На север Афганистана были переброшены 400 боевиков террористической организации «Исламское государство» Ирака и Леванта. Об этом заявил 15 сентября на брифинге начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает ТАСС. Сидоров отметил, что террористы были направлены в северные афганские провинции Бадгиз, Джаузджан, Кундуз, Тахары и Бадахшан с целью совершения терактов и нападения на гражданские военные объекты. По его словам, в целом в Афганистане сохранялся высокий уровень террористической активности. Жертвами террористов в республике в 2022 году стали около 250 человек, более 1000 получили ранения. При этом основными объектами атак стали высшие должностные лица из руководства радикального движения «Талибан», заключил глава штаба. Отметим, что среди основных целей террористов также оказывались представители этнорелигиозного меньшинства хазарийцы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде провел встречу с главой Ирана Саидом Ибрагимом Раиси. В ходе встречи главы двух стран обсудили вопросы многостороннего сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Республики Таджикистан. В частности, как отмечается, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между частными и государственными секторами, привлечению инвестиций, созданию совместных промышленных предприятий, установлению прямых связей между свободными экономическими зонами и промышленными городами двух стран. При этом Эмомали Рахмон поддержал создание совместной рабочей группы с целью использования транзитных мощностей двух стран и продолжение прямого сотрудничества между областями и городами Таджикистана и Ирана, в том числе путем установления побратимских отношений между ними. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана обвинил Таджикистан в вооруженной агрессии на границе. В сообщении пресс-службы ГКНБ говорится, что вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана в очередной раз был спровоцирован таджикской стороной. Свидетельством этому являются ранее совершенные провокационные действия, начиная с 8 сентября этого года под предлогом обеспечения общественно-политической стабильности в День независимости Таджикистана. Таджикская сторона осуществляла переброску своих спецподразделений в анклав Варух, а также осуществляла подготовку огневых позиций вблизи условных линий кыргызско-таджикской государственной границы, говорится в сообщении. В ГКНБ заявили, что на провокационные действия кыргызская сторона неоднократно инициировала проведение переговоров на различных уровнях. В ГКНБ также заявили, что в вооруженном нападении участвовали некие бородатые лица, одетые в военную форму черного цвета без знаков отличия принадлежности к какому-либо роду войск, внешне напоминающие лиц, состоящих в международных террористических организациях. ГКНБ призвала таджикскую сторону к решению всех приграничных проблем и вопросов исключительно мирным путем и за столом переговоров.